Сегодня у нас четвертый день учений, зимних учений Кагья. И поэтому все те, кто слушает эти учения, Кябджи, Янси Ринпоче, Кен Ринпоче, а также все остальные добродетельные наставники, представители монашеской санхи, а также все мои друзья. Я надеюсь, что вы все пребываете в добром здравии. Я хотел бы поприветствовать всех вас, а также хотел поприветствовать тех друзей в Дхарме, которые слушают эту трансляцию по интернету. Я приветствую всех вас и надеюсь, что вы все чувствуете себя хорошо. И сегодня я хотел бы продолжить вчерашний разговор, вчерашнее повествование о наставнике Куйдзи, как он стал монахом. Мы говорили о том, что он стал монахом, и согласно житиям выдающихся монахов, китайским текстам, историческим текстам, у него не было желания стать монахом, и Сюаньцзань, его учитель, должен был быть довольно настойчивым для того, чтобы заставить стать его монахом. В конце концов, Куйдзи поставил 3 условия для того, чтобы стать монахом, и когда они были приняты, только тогда он принял монашеские обеты. В противном случае, говорил он не будет принимать обеты. И говорят, что он потребовал, чтобы ему дали 3 фургона или 3 повозки, наполненных всем, что он хотел, чтобы отправиться в монастырь, где он собирался стать монахом. Однако это повествование о 3 повозках, о монахе с 3 повозками необходимо исследовать, потому что неизвестно, является ли это фактом, является ли это реальным событием. И впоследствии, в более поздние времена, было повествование о монахе с 3 повозками, однако случилось ли это событие на самом деле, неизвестно. Это то, что необходимо исследовать. И сегодня я хотел бы привести 3 истории, связанные с монахом Куйдзи. Из них это первая история, связанная с 3 повозками. И затем монах династии Тан, Сэнь-Тэн, который проживал в 618-906 годах нашей эры. Этот монах Сэнь-Тэн был современником Куйдзи. И своей истории Сутры Белого Лотоса, Хуан Хуань Чуаньчжи, истории Сутры Белого Лотоса, в этом тексте, который он написал, он пишет о многих вещах. И в частности, он пишет о Куйдзи, но нигде не упоминает монаха с 3 повозками. Нет даже единого слова упоминания о некоем монахе с 3 повозками. Он написал не только этот текст, но также и не только в этом тексте, написанном Тэньсянем, но и другие авторитетные источники династии Тан умалчивают об этом событии. И только в документах династии Сун и более поздних документах появляется эта история. Однако мы должны помнить, что между Куйдзи и династией Сун более 200 лет. И также необходимо помнить, что в старину, как сейчас, посылать сообщения друг другу было довольно трудно, совершенно непросто, как в наши дни.
И поэтому, если необходимо было отправить письмо, это занимало очень много времени. Если вам необходимо было отправиться в поездку, то она тоже занимала очень много времени. Кроме того, при переходе от династии Тан к династии Сун, при этом переходе произошли гонения на буддизм хуитяня. В это время были уничтожены многие буддийские документы, и было много событий, много различных исторических событий между переходом этих династий, и гонения на буддизм хуичан были подобны гонениям на буддизм в Тибете в период правления царя Ландармы. И учение Будды пришло в упадок в Китае. И из-за этого, из-за того, что учение Будды пришло в упадок в Китае, многие буддийские документы были потеряны. И мы должны проявить осторожность и некоторое сомнение в том, что существует какой-то надежный источник истории о монахе с 3 повозками. Некоторые современные ученые утверждают, что в конце жизни Хуйцзи преподавал сутру Белого Лотоса, и его объяснение не соответствовало объяснению школы Тянтай. И тогда в Китае существовало 8 основных школ буддизма, и среди этих 8 была и известная школа Тянтай. И объяснение Хуйцзи не соответствовало объяснению школы Тянтай. И поэтому некоторые из последователей Тянтай недолюбливали Хуйцзи, и поэтому они неправильно объяснили аналогию с 3 повозками из сутры Белого Лотоса. И, по их словам, пренебрежительно отнеслись к этому наставнику Хуйцзи. Когда говорят о 3 повозках, или здесь в данном случае это скорее 3 колесницы, и приводят 3 примера. Первая колесница – это колесница, которую тянут за собой козлы, затем колесница, которую тянут олени, и затем быки. И первая колесница – это колесница шраваков. Это колесница или повозка, которую тянут за собой козлы, затем олени. Это колесница Пратикабуд. И затем колесница, которую тянут за собой быки, или повозка, которую тянут за собой быки. Это повозка Бодхисаттвы, или колесница Бодхисаттвы. И последователи школы Тянтай, для того, чтобы оскорбить Хуйцзи, объяснили это по-другому, дали неправильное объяснение этой аналогии. И они назвали этого Хуйцзи монахом с 3 повозками. Вполне возможно, что некоторые ученые, современные ученые, трактуют это именно так. Я думаю, что имеющиеся у нас надежные источники из династии Тан, и в частности собственные сочинения Хуйцзи, следует считать основными. В противном случае мы могли бы ложно обвинить великого учителя и непочтительно говорить о нем, накапливая серьезные недобродетели. И если мы поступим таким образом, то мы накопим многие недобродетели, а это нехорошо. И что же написано в истории сутры Белого Лотоса, которая была сочинена монахом Синьцянем?
И здесь говорится, я вкратце передам эти слова этого наставника. И здесь говорится, мастер Махаяны Джи был учеником Сюаньцзаня. То есть в данном случае под Джи подразумевается Шакьямуни, и это последователь Шакьямуни. То есть это имя Хуйцзи, и он был учеником Сюаньцзаня, у которого было 300 учеников. И некоторые говорят, что у него было 3000 учеников. Среди них более 70 достигли реализации. И из них самыми старшими было 4 ученика. Однако среди всех этих учителей Хуйцзи был как жемчужина в короне. До того, как он принял свое рождение, его матери приснился Будда. И в его руке был скипетр Руи. И это особый скипетр, так называемый Жуи. Это то, что обычно в руках держат великие наставники или И этот предмет, этот скипетр, это тоже, что очень похоже на то, что держит Амуга Паша в своих руках. Однако это не Паша, это не аркан, который он держит в руках, а другой предмет, который называется Жуи. Это особый скипетр, который является знаком власти. И как бы там ни было, ей приснился Будда с этим скипетром в руке, который сказал, что он желает войти в ее чрево. И после этого она забеременела своим сыном. И в традиции комментариев периода Сун это объяснение немножко отличается. И в этих объяснениях или истории говорится, когда он родился, были благоприятные облака. Затем в 9 лет он принял монашеские обеты. И я думаю, что здесь имеется в виду не сами монашеские обеты, а у него появилось отречение по отношению к сансарическому бытию. Я сомневаюсь, что это в этом возрасте он непосредственно принял монашеские обеты. Затем говорится, что в 17 лет он вступил в Сангху. И так как он занимался практикой, связанной с сутрой белого лотоса, здесь есть повествование, связанное с этой сутрой. И говорится, что он преподавал эту сутру белого лотоса, а также написал комментарий, и по вечерам и днем преподавал этот комментарий. И во время его преподавания постоянно появлялись множество чудесных знамений или знаков. Например, некоторые видели во сне они видели, что, по всей видимости, Хуйцзи начал писать комментарий о главе о ведении ступы. И некоторым людям это снилось, что все Будды из всех миров Будд предстали перед учителем Хуйцзи и вели с ним беседы. И здесь снова, как я уже говорил, нет ни слова упоминания о монахе с 3 повозками. А также в комментарии, который он написал, объяснение трактата
трактата «Постижение только ума» тоже не говорится о монахе с 3 повозками. И он сам о себе говорил: у меня было много взлетов и падений. В 9 лет умерла моя мать, и с тех пор я жил в лесах и городах с желанием уйти из дома, в бездомности принять монашеский обет. И здесь непонятно, умерла ли его мать или отец, или они оба. Как бы там ни было, кто-то из его родителей умер. И поэтому он покинул свой дом и жил в лесах и городах. И тогда же появилось желание получить монашеские обеты. Далее он пишет: с юных лет я отдалялся от делового мира, а в 17 лет, наконец, принял постриг и стал монахом. Позже, по повелению императора, я получил чин мэнши. И, по всей видимости, мэнши — это тот титул, который ему дал Сюаньцзань. По всей видимости, он был своего рода прислужником или помощником Сюаньцзана. И он получил этот чин мэнши. И в тибетском у нас есть такие термины, обозначающие помощников или ассистентов, как симок и так далее. По всей видимости, этот чин мэнши соответствовал этому тибетскому чину. И затем Хуйцзы пишет: сначала я был одним из 1000 учеников Сюаньцзана. Позже я был одним из 7 отличников, одним из 70 наилучших учеников Сюаньцзана. И я молился, чтобы стать держателем линии преемственности Сюаньцзана, а также учить ей другим. Я создавал такие благие молитвы, устремления, и затем прикладывал большие усилия в этом направлении. И Хуайцзы пишет, что я не был таким уж ленивым, поэтому начал работать над переводом, стал писцом и слушал дхарму. То есть он стал писарем, который записывал слова Сюаньцзана. И, по всей видимости, Сюаньцзан помогало много различных помощников, которые составляли тексты, компилировали их или записывали их. И, по всей видимости, одним из них был Хуйцзы, который стал писарем. И вследствие того, что он слушал дхарму, слушал учение у Сюаньцзана, он стал достаточно сведущим, чтобы написать этот трактат. И, как я уже говорил прежде, я опираюсь на собственные слова Хуйцзы, а также на слова современника Хуайцзы, Хуйцзы Сяньсяна. И из этих источников мы узнаем о том, что Хуйцзы был из знатной семьи, и он получал образование с раннего возраста. Как я уже говорил вчера, Хуйцзы был из очень хорошей семьи, знатной семьи. И также он прикладывал много усилий для того, чтобы получить образование, обрести знания. И он был очень искусен в письме и сочинении. И поэтому, так как он был знающий в этих науках, если бы он прикладывал усилия, в конечном итоге он мог достичь поста министра своего государства, своей страны. И в то время в Китае для того, чтобы занять определенный пост, необходимо было сдать экзамены. И вполне возможно, что Хуйцзы был бы способен сдать эти экзамены, чтобы занять пост министра. Так как он очень хорошо писал сочинения, очень хорошо писал различные трактаты, у него были все необходимые условия, чтобы обрести эту мирскую славу и стать министром. Но вместо этого он стал монахом. И я думаю, что у него было 3 основные причины, чтобы принять монашеские обеты. Как я уже говорил, первая причина
Это то, что его старший дядя Юй Чигун, или по-другому Юй Чжидзин, это был известный генерал или полководец Танской династии, и он был высоко оценен танским императором Тайцзуном. По всей видимости, император Тайцзун очень хорошо к нему относился, но его характер был очень прямым. Он легко раздражался и был довольно груб. По всей видимости, он принадлежал к сянбэйцу, то есть он был не ханьцем, он принадлежал к одному из китайских нацменьшинств. И так как он был одним из представителей нацменьшинств и был генералом, он был, видимо, очень гневным и легко раздражался. Также он был хвастлив и хвастался своими достижениями и был чрезмерно горд. Однажды, когда государь устроил пир для своих министров, во время этой вечеринки или этого пиршества, официального пира для министров, он был посажен ниже, чем некоторые другие люди, о чем он не преминул грубо упомянуть. По всей видимости, были расставлены сиденья с подушками, и кого-то посадили выше, чем он. И он не только грубо говорил об этом, он также был не сдержан в своем поведении, и, по всей видимости, он побил этого человека и чуть не выбил ему глаз. Такое поведение очень разозлило императора Тайцзуна, который сказал, что похоже, что Гао-цзу Любань, это, по всей видимости, основатель династии Хань, когда он устанавливал свое царство, у него были некоторые чиновники, и он убил этих чиновников. И причина, почему он поступил так, потому что Хань Гао-цзу Любань, или основатель ханьской династии, был не виноват в этом. Он поступил так, потому что министры сами были виноваты, или чиновники сами были виноваты. И, по всей видимости, это было равносильно серьезному предупреждению Юй Чигуну. Если ты снова будешь вести себя подобным образом и далее, ты будешь нести ответственность за все последствия своего поведения. И в период династии Хань было схожие события, и тебе придется также отвечать, как и чиновникам, повинным чиновникам того времени. И позже Юй Чигун и министр Гун, по всей видимости, поссорились. Он, видимо, очень часто из-за своего грубого характера ссорился со своими помощниками и другими министрами. И он был изгнан из столицы и получил обязанности во внешних регионах. Он был понижен в звании, хотя прежде занимал довольно высокое звание, ему не разрешено было жить более в столице. Он вынужден был работать и жить за пределами столицы, и мнение императора о нем ухудшилось. Поэтому в конце своей жизни он почувствовал отвращение к этому миру и обрел сильную веру в путь мудрецов или сеньдао. Это 5 мудрецов или 5 риши. И он приложил множество усилий, чтобы практиковать этот путь. И затем в течение 16 лет он не встречался ни с кем из них, занимаясь лишь этой практикой 5 мудрецов. Таким образом, жизнь его дяди Куйцзы, которого звали Юй Чигун,
вполне могла повлиять на характер самого Куйцзы. И сначала его дядя был известным генералом и военачальником, затем он потерял расположение императора и свой пост, и затем он занялся духовной практикой, следуя пути 5 мудрецов. И видя эти трансформации, видя эти изменения в жизни своего дяди, вполне возможно, что это видение могло повлиять на самого наставника Куйцзы. Когда Куйцзы было 9 лет, умерла его мать. Я не уверен, была ли это мать или его отец, но, по всей видимости, кто-то из родителей умер. Скорее всего, это была его мать. Из-за этого у него с ранних лет было ощущение, что он остался один, совершенно один, без друзей, без близких. И он вырос под злобными взглядами других и возненавидел разговоры о мирской славе и тому подобном. Он понял, что сенсорическое бытие не обладает никакой сущности, и поэтому у него появилось желание принять монашеские обеты. Третьей причиной является, что в период династии Тан буддизм быстро распространялся. Если бы это было не так, то у него не было бы и возможности принять монашеские обеты. Однако в этот период династии Тан буддизм распространялся в Китае. Это был один из периодов широчайшего распространения учения Будды в Китае. И в особенности это было то же время, когда наставник Сюаньцзян вернулся из Индии в Чанань, в столицу Китая. И в то же время это привело к тому, что буддизм процветал еще более, чем прежде. Был большой интерес к переводу буддийских описаний, в частности, императоры Тайцзунь и Гаоцзунь, и императрица Удзетянь и другие оказали большую поддержку учению Будды. Они создавали благоприятные условия для распространения учения, и таким образом были внешние и внутренние причины для того, чтобы Куйцзы стал монахом. И таким образом сперва он не был монахом, и затем под начальством Сюаньцзяна принял монашеские обеты. И по всей видимости, история о том, что Сюаньцзян был вынужден заставить его стать монахом, не является истиной. Как мы видим, скорее всего, это было не так. И сын императрицы Удзетянь Лисянь даже попросил Сюаньцзяна прибежище и принял от него обеты. Это также важные положительные факторы в развитии Куйцзы. Теперь давайте перейдем к следующей теме, комментарии к вознесению Майтрии. И в Кангюре есть такая сутра рождения Майтрии в Тушите. И наставник Куйцзы написал множество комментариев к различным текстам, связанных с Чита-матрой и так далее. Он написал комментарии как к сутрам, так и к комментариям. И поэтому его называли владыка 8 текстов. По всей видимости, он был наставником, который писал комментарии к различным трактатам. Но, однако, не только это, но и многие другие события ясно указывают на то, что он был необычным человеком. И, например, истории, связанные с этим, можно найти в житиях выдающихся монахов династии Сун. И сегодня я хотел бы поделиться с вами парой из этих историй, из этого текста, который называется «Жития выдающихся монахов». Причина, почему я привожу эти истории здесь, заключается в том, что эти истории хорошо подчеркивают то, что наставник Куйцзы был великим существом, а не простым человеком. И первая из этих историй касается обстоятельств, побудивших Куйцзы написать комментарий к сутре о рождении Майтреи в Тушите. В 674 году Куйцзы
посетил гору Тайшань. По всей видимости, он посетил ее несколько раз. И в это время собралось более 500 мирян и монахов, учеников Куйдзи. Они основали монастырь и построили множество статуй. В особенности он воздвиг статую Майтреи. У меня нет точной информации об этой статуе, однако он, по всей видимости, воздвиг такую статую и принимал обеты бодхисаттвы и молился перед ней ежедневно. В любом случае, он был один из известных мастеров, учителей или наставников горы Утяйшань, а также распространял там философию школы лишь сознания. Однажды, когда Куйдзи отправился в паломничество на гору Тайшань, он прошел половину пути через горы Тайхан. Тайхан — это горный хребет в Китае, к западу от Пекина. По всей видимости, он находится недалеко от Утайшаня. И по пути через эти горы он увидел старый монастырь. Он заночевал в этом монастыре, и той ночью Куйдзи приснилось, что он находится посреди горы, посреди огромной горы и слышит плач бесчисленных существ или людей под скалами утеса. В кромешной тьме, подобной ночному мраку, он почувствовал ужасную печаль, большую, чем что-либо другое, что он чувствовал прежде в своей жизни. Настолько невыносим был звук, который издавали эти бесчисленные живые существа. Из-за этого Куйдзи отправился на горную вершину один и посмотрел во все стороны. Все появилось в цвете голубого берила, Байдурия. Когда он посмотрел вверх, он увидел какой-то город. В том городе был человек, который сказал: «Наставник, что это?» Он услышал человеческий голос, который произносит эти слова. «Подождите минутку, за какой целью вы пришли сюда?» Он услышал эти слова, задающие вопросы. И затем, через несколько мгновений, из города вышли два юных божества и спросили: «Вы видели живых существ у подножия горы, которые издавали эти стоны и крики? Страдающие живые существа, видели ли вы их?» И на это Куйдзи ответил: «Я слышал их звуки, но на самом деле не видел этих существ». Тогда эти юные божества дали Куйдзи меч и сказали: «Разрежь себе живот, посмотри, и ты увидишь». Затем Куйдзи разрезал себе живот, и из него вырвались два луча света. Свет осветил все подножие, все до подножия горы. И он увидел там бесчисленное множество живых существ, мучимых великими страданиями. После того, как он увидел этих живых существ, тогда двое юных божеств вернулись в город и бросили ему два свитка бумаги и кисть.
Как только Куйцзи взял их в руки, взял эту бумагу и кисть в руки, он проснулся. Тут же наступило пробуждение. Он пробудился ото сна. Его пробуждение пришлось ровно на полночь. Это была середина ночи, и Куйцзи увидел, что откуда-то из храма сияет свет. Если бы разговор шел, речь шла о современном времени, то в этом бы не было ничего удивительного, потому что сейчас свет сияет везде, однако в те времена это была редкость, чтобы что-то сияло в темноте ночи. И когда он увидел, что что-то сияет светом, ему стало интересно. И, по всей видимости, этот свет не прекращался, он не исчезал, а горел постоянно в течение долгого времени. И тогда он долго смотрел на свет без сна, а затем пошел искать, откуда возникает свет. Он увидел несколько бумажных свитков, которые сияли светом. И это уже повествование не о его сновидении, а событиях, которые произошли после пробуждения. Он сразу же открыл эти свитки и прочитал. Как правило, тексты тех времен в Китае хранились в свернутом виде, в виде свитков. И когда он открыл этот текст, он увидел, что это была сутра о Майтреи, принимающем рождение в Тушите. Это напомнило ему о его сне, и он подумал, должно быть, Майтрея сказал мне, что я должен написать комментарий к этой сутре. Он тут же взял кисть и начал писать комментарий. И в то время, когда он начал писать, с кончика кисти упало 27 реликвий. 27 реликвий, они были размером с горошины. И, может быть, эти реликвии были размером с вишенку, но вишни бывают разного размера. Например, у нас в Тибете это очень маленькие вишни, очень маленькие плоды. Как бы там ни было, это были красные и прекрасные реликвии. Были также бесчисленные желтые реликвии, которые были подобны зернам кукурузы. По-другому зерна кукурузы называют урожай, который растет без обработки. И, по всей видимости, некоторые из этих реликвий были желтого цвета размером с зерна кукурузы. И вот таким образом Куйцзи написал комментарий к сутре о вознесении и рождении Майтреи Тушиты. На этом первая история закончена. Я хотел бы перейти ко второй истории. Хотел бы добавить, что когда он отправился на Утайшань, он встретился, он видел, у него было видение Майтреи, и он создал две статуи, статую Манджуши и Майтреи. И вполне возможно, что это было во время его первого путешествия на Утайшань. Как бы там ни было, Утайшань, как правило, считают особым местом Манджуши, а также особым местом Майтреи. И так как он занимался изучением философии школы Лишума, это было, видимо, обусловлено, его интерес был обусловлен тем, что он изучал трактаты Майтреи. И следующая, вторая история. История мастера вина и Дао Сюаня и посланников богов. И снова в истории, которая называется «Жития выдающихся монахов», говорится, что в то время Куйцзи несколько раз встречался с мастером вина и Дао Сюанем. Было 8 великих школ,
как я уже говорил, из них одна из школ была школа Винай. Он был, и этот мастер Дао Сюань, этот учитель был основателем китайской школы Винай или преемником Южной горной школы. И Тао Сюань, как я уже говорил, был основателем этой школы Винай, одной из 8 великих школ Китая. По всей видимости, он несколько раз встречался с этим учителем Дао Сюанем, держателем Винай. И что же отличало его от других монахов? Дао Сюань, мастер этой Винай, был держателем совершенно чистой Винай, и каждый день к нему прибывало огромное количество божеств. И царей богов, возможно, здесь под ними подразумевается 4 великих царя, хранители сторон света. Они отправляли к нему ежедневно посланников, чтобы расспросить о разных вещах. И однажды, когда Хуйди отправился на встречу с Дао Сюанем, это было как раз то время, когда обычно приходили посланники богов, чтобы увидеть Дао Сюаня. Однако посланники не подходили до тех пор, пока не ушел Хуйди. Они не появлялись до тех пор, пока он не покинул жилище Дао Сюаня. И владыка Винай Дао Сюань спросил посланников, почему вы сегодня опоздали? Он, по всей видимости, поругал этих посланников, говоря, что обычно вы прибываете вовремя, однако сегодня вы опоздали. По всей видимости, он немножко их поругал. На это посланники ответили. Здесь был великий Бодхисаттва Махаяны. И было также много добрых богов или благих божеств и их свиты. И у нас не было возможности использовать свои чудесные силы, поэтому мы опоздали. И здесь есть другая традиция этого повествования, как и в случае с монахом с 3 повозками. Как я уже говорил, необходимо исследовать это повествование о монахе с 3 повозками. Точно так же и здесь есть несколько другая традиция, которая повествует о том, что Дао Сюань также был держателем Винай. Потому что если мы слышим о монахе с 3 повозками, у нас возникает вопрос, насколько он хорошо хранил Винай. И по всей видимости, здесь, в этой истории, говоря о том, что он был великим Бодхисаттвой Махаяны, тем самым подтверждается его высокий статус и его высокое положение как большого знатока учения Будды. Как бы там ни было, в этой истории хранителя Винай Дао Сюаня божества сообщали ему о всех событиях, и он встречался с ними, как мы могли бы встретиться с человеком. И посланники этих 4 великих богов назвали Хуйцзи великим Бодхисаттвой Махаяны. И это ясно указывает на то, что Хуйцзи был великим Бодхисаттвой, а не обыкновенным человеком. Он был особой личностью. И если мы исследуем его действия, его поведение, а также его сочинение, мы убедимся в том, что он был великим Бодхисаттвой. Мы убедимся в том, что он был святой личностью, особым человеком. И это
очень легко понять, опираясь на источники, упомянутые мной. Согласно сунским описаниям выдающихся монахов, Куйцзи всю свою жизнь много работал. Он был очень упорным человеком. Он построил статую Майтреи на горе Уйтайшан. И ежедневно перед этой статуей он несколько раз в день принимал обеды бодхисаттвы и молился, чтобы переродиться в Тушите в следующей жизни. И из этой статуи впоследствии появились лучи света, и их могли видеть и простые существа. Также позже Куйцзи сделал нефритовую статую Манджуши на горе Утайшан, а также Праджнапарамиту, писанную золотом. Я не знаю, написал ли он сам эту сутру Праджнапарамиты. Как бы там ни было, из нее также исходили лучи света. Я думаю, что давайте сделаем сейчас небольшой перерыв на 20 минут, а затем снова вернемся к этому объяснению. Продолжая эту историю, я хотел бы сказать следующее. Следующее, о чем я буду говорить, как Куйцзи ушел из жизни и как позже люди возвеличили его. И, наконец, в первый год правления Юнчуня, 682 году нашей эры, Куйцзи скончался в школе переводов при храме Цзэнь. В то время ему было 51 год. Его остатки были похоронены перед статуей Сюаньцзана. Его остатки были похоронены, по всей видимости, рядом с этой статуей его наставника Сюаньцзана. И пока он был жив, его ученики считали его неотделимым от Сюаньцзана и брали с него пример. По всей видимости, для всех он был идеалом или примером для поведения жизни. И, как я уже говорил прежде, Сюаньцзань провел более 10 лет, обучая переводу Дхармы, после того, как прибыл из Индии обратно в Китай. Он давал очень много наставлений, а также преподавал искусство перевода в течение более чем 10 лет большому количеству учеников. Среди учеников было много прекрасных учеников. Более 3000 учеников, как я уже говорил прежде. И из них, как я уже говорил, 70 были наилучшими учениками. Но, однако, из всех учеников, тем, кто оставался в храме Цзинь, написал множество комментариев и широко распространял философию Югачары, школы Вишума, был только лишь Куйцзи.
И это написано в сунских жизнеописаниях выдающихся монахов. Таким образом, если мы рассмотрим этот вопрос с исторической точки зрения, Сюаньцзан был основателем, своего рода основателем философии Югачары или Лишума, школы Лишума в Китае. В то время как Куйдзи написал комментарии и прочно утвердил эту философскую школу. И, например, на китайском есть цзуцзун. Таким образом, этот термин указывает, что Куйцзи был словно отец этой школы, а Сюаньцзы подобен деду. И они были связаны друг с другом и были основателями этой философии. Они были как отец и дед, как предки или создатели, основатели этой философской школы в Китае. И, по всей видимости, Куйцзи сыграл в этом важнейшую роль. Сюаньцзан же, он привез тексты из Индии, тексты этой философской школы, и переводил их на китайский язык. Однако тем, кто обосновал и кто распространил эту школу, эту философию этой школы Читтаматра или Лишума в Китае, был Куйцзи. И Куйцзи написал комментарий, опираясь на те наставления и слова, которые были даны Сюаньцзану. И таким образом была установлена эта школа китайской философии йогачары или китайской традиции йогачары, или то, что на китайском называется фатэн, школы видимости всех явлений или всех дхарм. И, как я уже говорил, Куйцзи прошел путь от сына генерала в семье Гагун до генерала, охраняющего учение, или военачальника, охранявшего учение. И даже один такой человек, как он, редко появляется за целое тысячелетие. В течение многих тысячелетий возникает очень мало людей, подобных Куйцзи. Затем впоследствии, в конце династии Мин, было 4 великих наставника. Лянджин, Джунхун, по всей видимости, 4 самых известных наставника буддизма. Лянджин, Джунхун, Лянджин, Джунхун, затем вторым был учитель Цзибай Джунхэ. Затем четвертым был Ханшань Децин. И четвертым известным учителем был Оуи Джисю. Это 4 великих учителя позднего периода Мин. И из них учитель Ханшань Децин, который был наставником в Тхьяне, в медитативных практиках, написал в своей автобиографии. Он, видимо, был один из великих наставников по медитации. В своей биографии, которая называется «Рассказы о старом Ханшане», путешествуя по миру во сне, он написал следующие слова восхваления Куйцзи, звучащие следующим образом. И сейчас его стишка Кармапа зачитывает эти строки на китайском. Так слова хвалы Куйцзи звучат на китайском. И смысл этих слов следующий.
И сейчас Стишин зачитывает грубый перевод, приблизительный перевод на тибетский, смысл которого следующий. «Эта школа лишь ума, такая глубокая и чудесная, только ты мог распространить ее, как солнечный свет в небе. Ты, должно быть, получил это учение от Майтреи в прошлой жизни в Тушите, иначе как бы ты мог осознать все ее трудные моменты, понять все ее трудные моменты. И таким образом лишь ты, о Хуйцзи, распространил это учение, подобно солнечному свету, пронизывающему все пространство. И это указывает на то, что ты получал эти учения от Майтреи, ты получил эти устные наставления Читтаматры от Майтреи, и затем, когда прибыл в мир людей, в человеческий мир, ты дал разъяснение этих глубоких моментов, глубоких ключевых моментов этой философии Майтреи. Иначе как бы ты мог постичь эти трудные моменты? Это было бы совершенно невозможно. Определенно, ты выслушал эти наставления и все эти объяснения трудных моментов от самого Майтреи. Таким образом, этот наставник медитации, которого звали Ханшань Децин, так восхвалял, так возносил хвалу наставнику Хуйцзи. И в предыдущие несколько дней я упоминал, что изложение рассуждений о достижении понимания только сознания или только ума — это комментарий к Хуйцзи, к мысли или к замыслу сочинения рассуждений о достижении понимания только сознания. И Хуйцзи был великим наставником династии Тан в Китае. Он написал это сочинение, написал этот комментарий, который в свою очередь является объяснением рассуждению достижения понимания только сознания. И если мы посчитаем от нынешнего момента, от нынешнего года, сейчас у нас 2023 год, он был тем, кто проживал 1340 лет назад, более 1000 лет назад, 1340 лет назад. Между таким образом лежит около 1000 поколений. Кроме того, он также был помощником Сюаньцзана в переводе текста. По всей видимости, он был писцом и редактором. Наверное, он записывал то, что говорил Сюаньцзан, и также был тем, кто составлял эти тексты. И так как он был помощником в переводе текстов, вследствие этого нет необходимости говорить, что уровень его стиля письма, грамматики и композиции был очень хорошим. Таких, как он, было очень мало. Он был одним на миллион среди следующих и знающих в буддийской философии, стиле письма, грамматики и композиции. Поэтому его сочинение, это то, о чем я буду говорить, его сочинение является очень авторитетным. И когда мы говорим о его вступлении к этому трактату, который был написан, это тот трактат, о котором я буду говорить позже. Это вступление к этому трактату считается очень авторитетным. Более того, необходимо сказать, что его сочинение написано на классическом китайском языке, на старом китайском языке, который трудно понять. Поэтому то, как он использует термины, его синтаксис, грамматика и так далее, сегодня сложно понять или перевести. Это в самом деле очень трудно перевести его слова на тибетский язык. И трудно даже правильно произнести слова его сочинений. Даже китаец, даже если бы какому-то китайскому жителю пришлось прочесть его вступление к этому тексту, ему было бы очень непросто, это было бы очень трудно. Поэтому, когда я сегодня говорю об этом введении, вместо того, чтобы перевести его буквально на литературный тибетский язык, я буду говорить о его примерном значении или смысле на обычном разговорном тибетском.
Однако я покажу слайды оригинального китайского текста именно так, как они есть. Поэтому если мы желаем понять содержание введения Куйцзи к его изложению, рассуждению о достижении понимания только сознания, у нас нет никакого другого выхода, кроме как полагаться на другие комментарии. К этому введению есть 3 комментария. Есть 3 основных комментария, и они следующие. Самым главным или основным являются 3 следующих комментария. И первый из них сейчас я говорю только лишь о введении к этому рассуждению о достижении понимания только сознания. И первое – это заметки к рассуждению о достижении понимания только сознания, написанные учеником Куйцзи Линтаем. По всей видимости, это был Лама Линтай или наставник Линтай, который написал эти заметки. Затем следующий известный труд – это объяснение, введение и изложение рассуждений о достижении понимания только сознания Цзэньсю, или по-китайски Шаньчжу. Этот текст был написан японским монахом 8 века из школы феноменальных явлений. И следующий текст – это текст, написанный в 90-х годах, так называемый пересмотренный комментарий к изложению рассуждений о достижении понимания только сознания, написанный Луа Шитяном, китайским ученым 90-х годов. По всей видимости, этот комментарий был написан довольно поздно, и большинство из объяснений написаны простым разговорным языком, поэтому этот текст довольно легко понимать. И это то, на что я буду опираться в последующие дни. Это 3 основных комментария к введению в изложение рассуждений о достижении понимания школы лишь сознания. И, как я уже говорил, автором первого комментария является Линтай. К сожалению, мне не удалось найти четкого описания жизни Линтая, однако можно сказать, что он был монахом династии Тан и, возможно, учеником Куйцзи. Второй автор Цзэньсю, или по-китайски Шаньчжу, это японский монах 8 века. Подробностей описания его жизни также нет. Однако говорят, что его гуру был мастер Сюаньфань. Он был учеником наставника Сюаньфаня. И он изучал школу лишь сознания и эпистемологию. Сюаньфань также был японским монахом и учеником Джиджоу. И Сюаньфань, наставник этого Цзэньсю, был учеником Джиджоу. Джиджоу, в свою очередь, был учеником ученика Куйцзи, Хэйджао. И таким образом это 5 поколений учеников.
Таким образом, у Куйцзи был ученик Хуэйджао, у Хуэйджао был ученик Джи Джоу, у Джи Джоу был ученик Сюаньфань, у Сюаньфаня был ученик Цзэньсю. И Сюаньфань или Генбо, а также его ученик Цзэньсю были японцами, а Джи Джоу, Хуэйджао и Куйцзи были китайцами. Каким же образом Цзэньсю получил наставление от Сюаньфаня? Я не буду здесь вдаваться в подробности, потому что у нас нет таких данных. Однако одним явным событием было то, что в 6-м году правления Тяньпина, то есть это 734 год нашей эры, Сюаньфань вернулся из Чаняня, из Китая в Японию. И в период правления Тань, Танской династии, столицей Китая являлся Чаньань. Таким образом, Сюаньфань вернулся из Чаняня в Японию, привезя с собой более 5000 томов сутр и трактатов. Он привез все эти тексты в Японию. И какой вывод мы можем сделать из этой истории? Это что Кокуфудзи, Сюаньфань и Цзиньсю оба имели в то время большие библиотеки текстов и высокий уровень развития. И они были монахами одного и того же монастыря Кофукудзи. На японском этот монастырь называется Кофукудзи. И Кофукудзи, этот монастырь, содержал большую библиотеку, по всей видимости. Это была одна из самых богатых и развитых библиотек в Японии. И, как я уже говорил, Сюаньфань или Генбо привез огромное количество текстов в эту библиотеку, не только буддийских, но, по всей видимости, множество других китайских текстов, не только буддийских, и он привез более 5000 томов сутр и различных трактатов. И поэтому, с этой точки зрения, это была одна из самых богатых библиотек в Японии. Библиотека монастыря Кофукудзи. И Сюаньфань, точнее, ученик Сюаньфаня Цзэсю, цитирует различные китайские тексты в своих сочинениях. И каждый из которых показывает содержание текста 8 века. То есть он цитирует все эти тексты, и все это тексты, которые существовали в 8 веке. Среди них немало уже не сохранившихся рукописей, которые цитируются несколько раз. Даже если у нас есть сохранившаяся рукопись, тексты, которые он цитирует, есть множество различных рукописей, есть множество различных вариантов этих текстов или ксилографов. И все они являются прекрасными источниками, полезными для исследования древних китайских рукописей. Цзэньсю никогда не ездил учиться в Китай, но в то время в Японии у него были лучшие условия для изучения философии. И, как я уже говорил, в этом монастыре Кофукудзи было очень много текстов, а также других китайских сочинений, поэтому у него была прекрасная возможность и наилучшее окружение для изучения философии. У него было множество письменных источников, которые он мог исследовать и на которые он мог опираться. И последнее, о чем я хотел бы сегодня сказать, я хотел бы упомянуть Лоу Шисяня. Это третий автор Лоу Шисянь, написавший третий комментарий к введению.
Он родился в 1914 году и окончил Джунсанский университет. Сначала он учился у наставника Бао Цзиня. Он умер в 1993 году. Дата его жизни 1914-1993. И позже он принял прибежище у великого наставника Тайсю и широко изучал философскую горные школы Тянтай, школу лишь сознания и школу Срединного пути. В 1965 году он основал буддийский институт Дharmalakshana в Гонконге. Таким образом, он занимался очень много изучением философии различных направлений буддизма. И, как я уже говорил, в 1965 году он поселился в Гонконге, где создал буддийский институт. Затем позже он отправился в Северную Америку и распространял там объяснение школы лишь сознания и школы феноменальных явлений. И затем он скончался в 1993 году в Гонконге. Завтра у нас выходной, и с послезавтрашнего дня я буду говорить о введении, написанном в Хуэйцзи. Я буду основываться, как я уже говорил, на комментарии, 3 комментария, которые я упомянул. Я думаю, что мы не сможем прочесть, изучить полностью все введение. Тем не менее, я думаю, что когда у нас выдастся возможность, например, осенью, я думаю, что мы продолжим изучение этого текста. Я думаю, что у нас очень много материала, и такое впечатление, что этого материала хватит и на 10 лет, но тем не менее я надеюсь, что мы сможем постепенно изучить это введение для изучения традиции Читтаматры. Наверное, на этом мы сегодня здесь остановимся, и на следующей нашей встрече